В Акиюрте голосование сопровождается национальной музыкой. Хоть в сельском поселении и не выявлено случаев заражения, в ходе голосования жители также следуют всем параметрам безопасности. При входе измеряют температуру, выдают маску и перчатки. Зура Баймурзаева пришла сегодня пораньше. После медосмотра предъявила паспорт и взяла свой бюллетень. Она уверена, что ее голос будет важен, особенно в таком событии, как поправки к Конституции страны. Обезопасили избирательную площадку по всем рекомендациям. У входа стоит металлодетектор. На случай ЧП в округе патрулируют сотрудники полиции. Для сохранения дистанции поставили метки и разделили вход и выход. За соблюдением избирательного права следят 3 наблюдателя. Участники избирателей голосуют. Мы следим, чтобы они не выносили бюллетени, кидали в урну. У нас есть 3 наблюдателя. За 5 дней, пока нарушений не было выявлено. У нас все хорошо. За один раз принимают 3 граждан. Члены комиссии для своей же безопасности обмундированы с ног до головы. На территории каждые 2 часа проходит дезинфекция. Люди могут быть уверены, что на избирательной площадке заразиться они точно не смогут. На сегодняшний день явка очень у нас, можно сказать, стабильная. И люди приходят, голосуют, несмотря на то, что наше сельское поселение, оно маленькое. Жители очень сознательно приходят и отдают свой голос. Понимают, что этот голос нужно отдать, и понимают, что это очень важно для каждого гражданина Российской Федерации. А также у нас для тех избирателей, которые не могут прийти на участок по каким-то причинам, организованы мобильные группы. Они выезжают каждый день после 2 часов и оказывают вот такую вот помощь нашим избирателям, которые не могут прийти на участок. В сопровождении сотрудника полиции и 1 наблюдателя 2 члена избирательной комиссии направляются по заявкам. Те, кто не имеет возможности прийти сам, может голосовать дома, как, например, Салаудин Баймурзиев. Пожилому мужчине 83 года, и он с трудом ходит даже при помощи поддержки своей дочери. Имея большое желание выразить свое мнение, к нему приехала мобильная группа. Но перед голосованием несколько обязательных правил. Соблюдая социальную дистанцию, ему передают пакет, внутри которого ручка, маска и перчатки. После всей процедуры, убедившись, что Салаудин в безопасности, ему подают избирательную урну, куда он уже и отправляет свой голос. Я рад, что по отношению ко мне проявили уважение и приехали лично, чтобы я смог выразить свое гражданское право. Я за поправки в Конституции. Изучив все пункты, я понял, что они могут помочь нашей державе в развитии в разных направлениях. Демократия строится за счет права на выражение мнения каждым. Основной закон Конституции России – это возможность граждан иметь избирательное право. Любой, достигший совершеннолетия, может прийти и оставить свой голос по поправкам. И только от мнения людей будет зависеть будущая жизнь страны. Имам Акиюрта тоже не пропустил голосование и выразил свою точку зрения. Мусульманин, он должен принимать участие во всех общественных мероприятиях. Тем более голосование, поправка Конституции или будто выборы какие-то, он должен обязательно принимать участие, не может он оставаться в стороне.